Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашей программе. Глава республики поручил профильным ведомствам усилить контроль над подрядчиками в дорожной сфере. Делегаты из Германии и Норвегии посетили Крым. Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек встретился с представителями крымско-татарской интеллигенции. В Крыму почтили память легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Аминхана Султана. В Ялте открылся форум действий Крым, организованный Общероссийским народным фронтом. В двухдневном мероприятии принимают участие более 350 человек. Активисты Народного фронта, федеральные и региональные эксперты ОНФ, а также представители законодательной и исполнительной власти различных уровней. В первый день форума действий Крым дискуссии будут проходить на 3 тематических площадках: образование и культура как основы национальной идентичности, качество повседневной жизни и честная эффективная экономика. Основными темами дискуссии станут вопросы энергетики, развития агропромышленного комплекса региона, острые проблемы и пути их решения в области ЖКХ, экологии, транспортной отрасли, образования и культуры. Завтра в форуме примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Результаты двухдневной дискуссии будут представлены на пленарном заседании, которое пройдет 26 октября. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил профильным ведомствам усилить контроль над подрядчиками в дорожной сфере. Об этом глава республики сообщил в ходе еженедельного рабочего совещания с руководителями служб и подразделений, отвечающих за дорожное строительство и обслуживание и капитальный ремонт дорог. Сергей Аксенов подчеркнул, что совещания по проблемам капитального ремонта дорог будут еженедельными. Также глава Республики Крым провел рабочую встречу с вице-премьером Республики Крым Олегом Казуриным. На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с проектом по переброске стока реки Кокоски. По словам Сергея Аксенова, решение по переброске вод реки не будет принято в ущерб жителям экологии Крыма. Ни один вариант, который ущемляет права местных жителей, либо нарушает нашу экологическую безопасность на территории Республики Крым, принят не будет. И мной поддержан не будет. То есть только после проведения, если таковые состоятся и будут какие-то другие варианты, после проведения и одобрения общественности, после одобрения экологов, могут быть какие-то сформированы позиции. До этого я категорически буду против и ни одного документа не подпишу. Делегаты из Германии и Норвегии также сегодня посетили Совет министров Республики Крым, где встретились с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Русланом Бальбеком и заместителем председателя Совета министров Георгием Мурадовым. Делегация, состоящая из 20 человек, приехала в Крым накануне. Подобные визиты дают возможность воочию увидеть все, что на самом деле происходит на полуострове, отмечает депутат региона Оснабрюк Андреас Маурер. После первого визита по всей Германии вы использовали слово, и вы сказали, мы проведем информационную блокаду. Первая пресс-конференция. И там опубликована была одна фотография. Она прошла по всем немецким газетам, где народы Крыма, крымские татары, армяне, грузины, немцы. Это была такая как фотография сверху сфотографирована. Это был прорыв информационной блокады, первый прорыв информационной блокады в Германии. И почти все газеты писали, эти такие народные дипломаты, они себя называют народные дипломаты, посетили культурный праздник. Когда я в немецкой прессе, западной прессе потом говорил, что на этом месте не должны были бы мы быть, вы, члены прессы, сотрудники прессы, вы перед тем, как писать, что там кого-то утесняют, у кого-то есть там проблемы, меньшинства проблемы, вам надо просто приехать на такой праздник народный, праздник культур, и тогда вы получите совсем другую информацию, у вас будет возможность ознакомиться. Тогда вы поймете, как живут народы Крыма. Делегация уже посетила Бахчисарай, где у них была возможность пообщаться с глазу на глаз с местными жителями и увидеть, как живут люди в этом историческом городе. Мы посетили вчера Бахчисарай, и так как там ведутся большие строительные работы, это было, скажем, очень хорошо, нам пришлось, правда, пройти, наверное, 2 километра, но мы увидели, что идут стройки домов, строятся улицы. И у членов нашей делегации была возможность общаться с простыми людьми. Особенно Бахчисарай. Все-таки это такой серьезный, очень культурный центр.
исторический центр крымско-татарского народа. И очень жаль, что на Западе в основном пишут о 3-4 отщепенцах крымско-татарского народа, которые уехали на Украину и по существу ведут дискредитацию жизни в Крыму и крымско-татарского народа в том числе. Стоит отметить, что делегация, состоящая из депутатов, политиков и бизнесменов, находится в Крыму в рамках проекта народной дипломатии. Только достойные представители того или иного народа, общества, когда сталкиваются с противоречивой информацией, предпочитают своими глазами приехать и убедиться, найти правду, и действительно донести до своего общества истинное положение дел. Приведу пример, что касается духовной и религиозной целостности, которую приобрел крымско-татарский народ после воссоединения Крыма с Российской Федерацией, потому что все законодательство, которое направлено на поддержку традиционных религий, этим воспользовались в том числе и мусульмане полуострова. Сегодня у нас более 400 мечетей. В украинский период только 5 из них имели правоустанавливающие документы. Строится соборная мечеть. Это будет самое большое культовое сооружение. 15 лет в украинский период мусульмане полуострова боролись за это право, чтобы у себя на исторической родине иметь возможность построить соборную мечеть, которая бы 2 раза в год на важные мусульманские праздники, на Ураза-Байрам и Курбан-Байрам могли собирать большое количество верующих. Нашли источники финансирования, кстати, из тех, кто финансирует строительство мечети, есть меценаты, как мусульмане, так и христиане, люди разных вероисповеданий, что и показывает солидарность всего российского общества и поддержка мусульман полуострова. Для мусульман Крыма созданы условия, при которых хадж, паломничество, становится более доступным для широкого круга мусульман. Представители делегации посещают Крым, чтобы развеять мифы, которые публикуются в западных СМИ. Для своего общества, для своего народа вы делаете великое дело. То есть не даете возможности использовать манипулятивные технологии, то есть манипуляции общественным сознанием, общественным мнением. И чтобы люди знали о том, что Крым в абсолютном большинстве выбрал свое будущее в составе великой страны, в составе России. И та правда, которую вы донесете до своего общества, до своего народа, это правда, которая позволит сохранить мир на континенте. Это вопрос о безопасности уже всего евразийского пространства, и всего нашего материка. За последний год Крым посетили более 100 делегаций, в их числе бизнесмены, политики, представители культуры и средств массовой информации. Подобные визиты способствуют прорыву информационной блокады и признанию Крыма как субъекта Российской Федерации. Нариман Тарсинова, Алишер Алимов, телеканал Миллет. В рамках проекта народной дипломатии в Крым приехала делегация немецких политиков и бизнесменов. Сегодня встречу с представителями западных парламентариев провел председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. На ней обсуждали произошедшие изменения на полуострове после вхождения в Российскую Федерацию, а также различные пути сотрудничества. Подробнее в сюжете. В состав делегации вошли политики, действующие депутаты, общественные деятели, предприниматели, деятельность которых связана с сельскохозяйственной техникой и строительством. Председатель Государственного совета Республики Владимир Константинов поприветствовал гостей и рассказал о работе крымских депутатов, о событиях Крымской весны и о прошедших выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Также спикер Крымского парламента отметил, что сегодня Крым работает над развитием всех отраслей и дает положительные результаты, что способствует привлечению инвестиций. С точки зрения экономики, что могло бы быть интересным для совместной деятельности или для привлечения инвестиций? Больше 5 миллиардов рублей получили сельхозпроизводители за 2 года на компенсацию по тем или иным программам поддержки. Очень динамично развивается добывающая промышленность. Начали работу 2 крупных судостроительных верфи. Политики и общественные деятели, прибывшие в Крым из Германии, отметили, что на полуострове проживают открытые и общительные люди. В ходе беседы депутат региона Оснабрюк Андреас Маурер подчеркнул, что делегация посещала регионы, где проживают крымские татары, и убедились, что крымчане всех национальностей и вероисповеданий живут в мире. Политик отметил, что это очень важный фактор, о котором он расскажет по возвращении в Германию. Пообщаться, посетить регионы, где проживают крымские татары, общаться с простыми людьми.
люди открыто общаются с нами. И вы знаете, где бы мы не были, в ресторане, в киоске, в такси, когда мы говорим, мы приехали с Запада, что мы находимся в гостях, почти каждый раз, или каждый раз нам говорят, приезжайте еще. Мы видим, что народы Крыма живут в мире между собой. Также на встрече с Владимиром Константиновым и президиумом гости из Германии отметили, что в дальнейшем будут отправлять студентов в Крым для изучения истории, культуры всех проживающих здесь народов и обмена опытом. По словам западных депутатов, это способствует развитию дружеских отношений и дальнейшему сотрудничеству между Германией и Крымом. Алимия Кайбулаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Сегодня отмечают 96-ю годовщину со дня рождения советского военного летчика аса, участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Аминхана Султана. Наша съемочная группа побывала в гостях у близкого друга, легендарного летчика Софии Ибрагимовой. Она рассказала о жизни героя корреспонденту Гульнаре Каримовой. София Ибрагимова родилась в 1924 году. С Амитханом Султаном она познакомилась в Москве. После София Ибрагимова часто бывала в гостях у Амитхана Султана в Жуковском. Так привык к моим визитам. Çok бармасам, çok vakit бармасам. Но ты же деловой человек. Не можешь, конечно, приехать. Я понимаю, он дай... с обидой говорил. София Картана по профессии врач. В Москве она была членом клуба кинолюбителей. По ее словам, она не раз снимала на камеру фото и видео Амитхана Султана, однако материал сохранить не удалось. Как он сидел, вот такой тахта был, он по-турецки сидел всегда, как борчонок. Вот так на всю стенку был ковер, и он сидел вот в середине, да по-турецки. И мы с ним, я рядом сидела на стульчике, потому что я так сидеть не могла. И с ним мы беседовали. У него дома вот любимое место это было. София Ибрагимова вспоминает Амитхана Султана как самого светлого и искреннего человека. Он был таким добрым и щедрым человеком. Если что-то захотеть или попросить, он никогда не отказывался. Он был мягким человеком, не слышала от него ни грубости, ни отказа. Героями не рождаются, ими становятся, черпая силу духа в своем народе. София Картана рассказывает, что образ ее лучшего друга всегда перед глазами. Такие люди, как Амитхан Султан, встречаются очень редко. Гульнара Каримова, Убер Мустафаев, телеканал «Миллет». В Крыму почтили память легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана. Мероприятия к 96-летию героя прошли в городах и селах полуострова. Подробнее смотрите в сюжете Абдулы Аджиасман. Мероприятие, посвященное 96-й годовщине летчика, прошло также на площади имени Амитхана Султана в Симферополе. Почтить память дважды героя собрались представители власти, ветераны, общественные деятели и студенты. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов отметил, что подобные мероприятия прошли во всех регионах Крыма. Также Заур Смирнов передал всем присутствующим приветствие от имени главы Республики Крым Сергея Аксенова. Мероприятия, посвященные его 96-й годовщине, проходят не только в Симферополе, проходят в Ялте, в Алупке, на родине Амитхана. Мы знаем, что на Новодевичьем кладбище, где он захоронен, также сегодня собрались его сослуживцы, собрались летчики, военные, чтят память о нем. Мы знаем, что также и в Республике Дагестан сегодня вспоминают своего сына. Мы знаем, что его отец Амитхана Султана был родом из одной из деревень нашей братской республики. Поэтому я сегодня хочу от имени главы республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова, от имени Совета министров Крыма поздравить всех с замечательным праздником, с днем со дня рождения нашего великого земляка, дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана. Большое вам спасибо, что сегодня вы присутствуете на этом мероприятии. Это человек, у которого была непростая судьба, непростая жизнь. Амитхан Султан, он сегодня 96 лет исполняет. Это сын, сегодня сказали, это сын крымско-татарского народа, сын дагестанского народа. В честь него сделаны фильмы, в честь него названы школы, в честь него очень много мероприятий спортивных, разных мероприятий проводятся в Крыму и в Дагестане.
На площади присутствовали также гости из Дагестана. Как известно, его мать являлась крымской татаркой, а отец является по национальности лакцем. Это одним из представителей дагестанской народности. И мы тоже чтим его память и очень гордимся тем, что он является также и нашим сыном. Глава общественной организации «Крымский центр социального и культурного развития инициатива» Камиль Аметов рассказал нашей съемочной группе о жизни великого летчика. Когда Амитхану Султану в руки попала газета «Красный Крым» за 24 января 1944 года, где было сказано, что уничтожена деревня Улус-Сала и сожжена, он сел на свой боевой самолет, вылетел и начал мстить немецко-фашистским оккупантам. И совершил боевые полеты, где начал истреблять. Это подняло его боевой дух. Герой живет, пока его помнят. Мы очень часто помним не тех, кто этого достоин, забывая о тех, чьей памятью должны дорожить. Я тебя никогда не предам. Абдулла Джосман, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. Сегодня памятные мероприятия прошли в родном городе Амитхана Султана в Алупке. В ходе мероприятия прошла выставка памяти героя, концертная программа с участием военного оркестра, традиционное возложение цветов к памятной доске «Дважды Герой Советского Союза», а также презентация кинофильма об Амитхане Султане, а также и лекция о жизненном пути и боевой деятельности летчика. С места событий наш корреспондент Сабрия Халиляева. У памятника Амитхану Султану в Алупке собрались депутаты городского совета, ветераны, школьники, жители и гости города, чтобы почтить память летчика аса, дважды Героя Советского Союза. Заведующая музеем Амитхана Султана Тефиде Мухтирям рассказала о жизни небесного султана. Солист ансамбля «Карам» Юнус Какура исполнил песню «Амитхан». Председатель Федерации нардов Крыма Рустем Сайдаметов наградил победителей турнира по нардам, который также был посвящен памяти достойного сына крымско-татарского народа. В конце митинга присутствующие возложили к памятнику цветы. В честь дня рождения героя в музее Амитхана Султана представлена постоянно действующая экспозиция. Здесь же состоялась презентация новой выставки «Дары музею дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана». Дни рождения, они такие очень светлые дни, когда мы вспоминаем об Амитхане маленьким, как он взрослел здесь, и привлекаем других людей, которые о нем мало знают, которые многие думают, что он во время войны погиб. Такие мероприятия, они сплачивают людей, и они узнают о нем, и начинают больше интересоваться, и стараются даже какой-то вклад внести в это имя. Для гостей мероприятия выступил крымско-татарский бард Асан Файтонджи. Ватан үшін ұрушыларға сен атландың. Яуыр дұшман юртымызға соқылғанда. Ватан үшін ұрушыларға сен атландың. Постоянно действующая экспозиция рассказывает о жизни, боевом пути и послевоенной испытательской деятельности Амитхана Султана. На выставку прибыли не только крымчане, но и почетные гости из Москвы и Татарстана. Сейчас я привез книгу «Герой татарского народа». У нас на сегодня считается 184 героев Советского Союза, но раздел «Герои Советского Союза» начинается у нас с Амитхана Султана. Сегодня 2 часа дня тоже должны были провестись запланированные мероприятия в годовщину со дня рождения Амитхана Султана на Новодевичьем кладбище Московской общины крымских татар. Вот, возложение цветов, выступление. Что 26 ноября мы запланировали проведение мероприятий. Вот, юбилейным датам деятелей крымско-татарского народа. Это 110-летие Кенан Кутубзаде,
где будет выступать Исмет Кинанович, и он будет рассказывать о дружбе его отца и его лично с дважды героем Советского Союза Амитханом Султаном. Также гостей пригласили к просмотру фильма «Воздушный лев» Амитхан. По словам заведующей музея Тефиде Мухтерем, в крымских школах среди младших классов пройдет конкурс на лучший рисунок и сочинение об Амитхан Султане. Работы победителей конкурса пополнят фонд музея. Сабрия Халиляева, Анвер Румшевич, телеканал «Миллет». Также сегодня в честь 96-летия со дня рождения Амитхана Султана в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка «Амитхан. Летчик из легенды». О всех подробностях данного мероприятия расскажет Фадиме Ситмамуд. Каждый год Крымско-Татарский музей культурно-исторического наследия проводит мероприятия, приуроченные памяти Амитхана Султана. В этом году отмечает 96-ю годовщину со дня рождения дважды Героя Советского Союза. На территории музея открылась выставка «Амитхан Султан. Летчик из легенды». На ней были представлены фотодокументальные материалы, макеты самолетов, на которых легендарный летчик летал в годы Великой Отечественной войны и испытывал в мирное время. В частности, вот в нашем музее представлена выставка, которая состоит из серии планшетов, которые отражают жизненный и боевой путь Амитхана Султана вот от самого детства, рождения и до его трагической кончины. В витрине представлены документы о наградах Амитхана Султана. Это первая звезда Героя Советского Союза и вторая звезда Героя Советского Союза. Об Амитхане много сказано, много написано. Его именем названы и улицы, и школы. Но, тем не менее, я так думаю, о нем еще не все сказано. Потому что это действительно человек-легенда. В рамках выставки состоялась лекция, сопровождаемая показом фотографий на экране. Посетителям продемонстрировали мультимедийную презентацию музея в Алупке, который носит имя легендарного летчика, и документальный фильм «Воздушный лев. Амитхан Султан» студии «Крылья России». Нет в мире ни одной точки, где бы не было известно имя тот человек. Память о достойном сыне крымско-татарского народа всегда будет жить в наших сердцах. Нет будущего у того народа, который не помнит свою историю. Фадиме Ситмамуд, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Выставка декоративно-прикладного искусства «Казанский татар» открылась в Крымском этнографическом музее. Разнообразие одежды, предметы интерьера и обихода, ювелирных украшений из золота и серебра, которые носили казанские татары в разные времена, притягивает внимание каждого посетителя. Выставку в день открытия посетила и наша съемочная группа. Нариман Тарсинова уже готова рассказать о всех подробностях. Выставка демонстрирует своеобразие культуры татарского народа, национальные традиции и мастерство ювелиров разных эпох. Это и ювелирные украшения, кольца, браслеты, колье и серьги, головные уборы, мужские пояса и, конечно же, работы татарских золотошвеек. Хотелось бы отметить именно работу татарских мастериц, которые создавали яркие узоры на деталях костюма, на полотенцах, салфетках, а также украшали вышивкой на мазлыке и обложке для Корана. Впечатляют взор посетителя национальные костюмы. Это одеяния сельских жителей, а также убранство горожан и зажиточных людей. Серебряные и золотые ювелирные украшения, которые создавали мастера разных времен, не могут оставить равнодушным. Каждая деталь показывает культуру и историю татарского народа. Выставка богатая, она в плане своего содержания и в то же время в плане истории каждого экспоната, который представлен здесь на выставке. Выставка сформирована по двум главным направлениям. Это духовная культура и материально-художественная культура. В целом на выставке представлено более 200 единиц хранения. Коллекция была целенаправлена уже для того, чтобы представлять в регионах России культуру казанских татар. То есть, в принципе, наверное, она формировалась, можно сказать, в течение 2 лет. То есть она была окончательно создана уже в течение этих 2 лет. Выставка представляет богатейший раздел Национального музея Республики Татарстан. Посетителям представлены картины и декоративное панно. Кстати, они имеют религиозное и нравственное содержание. Образцы исторического и современного искусства показывают оригинальность и самобытность традиций татарского народа. Мероприятие показывает все богатство культурного наследия Российской Федерации, знакомит крымчан с ним и дает нам возможность представить культурное наследие Крыма в других субъектах.
Мы также с ответными визитами ездим в другие регионы, показываем свои музейные предметы, музейные коллекции. И это нас сближает, роднит и расширяет наши культурные связи. Открытие выставки стало значимым событием для культурной жизни полуострова. По этому поводу в Крымском этнографическом музее провели торжественное открытие с участием крымско-татарских артистов. Были исполнены песни на татарском языке. Эксклюзивные экспонаты, которые собирались Национальным музеем Республики Татарстан на протяжении многих лет, сегодня может увидеть каждый крымчанин. Уникальная возможность ознакомиться с культурой казанских татар в Крымском этнографическом музее у жителей полуострова есть до 24 декабря. Нариман Тарсинова, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. А на этом наш выпуск подошел к концу. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абибулаев. Оставайтесь с телеканалом Миллет. До новых встреч в эфире.